Всем привет, с вами Варган74, меня зовут Максим Тамонов, и это значит, что время пришло поговорить о варганах. После кратковременного вынужденного перерыва я возвращаюсь к работе над своим каналом, и сегодня на моем канале распаковка замечательных якутских хомусов чорапча. Не за горами лето, это пора различных вылазок на природу, различных путешествий, а в этом случае верный спутник человека – это, конечно же, варган. Поэтому, если вы давно присматриваете себе хороший инструмент, самое время посмотреть этот обзор и выбрать. Итак, вот такая чудесная посылка из Якутии. Сейчас я ее вскрою, а затем сыграю на варганах и выскажу свое мнение. Не переключайтесь. Значит так, вскрыли мы посылку довольно быстро, и на столе у меня лежат 3 вот таких чудесных хомуса чорапча. Беру первый попавшийся, чтобы подробно его рассмотреть. Итак, хомус приходит в деревянном футляре. Футляр из такого очень приятного мореного дерева. Возможно, это сосна, возможно, береза. По весу, скорее всего, сосна. Внутри лежит вот такой красавец хомус. Хомус кованый. Это видно по внушительной раме. Размеры хомуса примерно 9,5 на 4 сантиметра. Ну, такие стандартные. Коленцы высотой 2,5 сантиметра. Что ж, деки заполированы и очень аккуратно сведены. Вот. Все это очень благоприятно влияет на звук. И сейчас я его протестирую. Именно настройку звука. Для этой цели я беру телефон, беру приложение тюнер универсальный. Так, ля 440 Гц выставлено. И пробую звук. И попадаю практически в ля контр-октавы. Давайте сделаем так. Я протестирую все 3 хомуса, а затем выскажу свое мнение о каждом из них. Итак, поехали. Оп. С вашего позволения надену наушнички, чтобы лучше себя слышать.
Ну, мне все понятно. Звук очень разносторонний. Данный хомус относится скорее к классу низких варганов. Это самое начало контрактавы. Тем не менее, звук имеет много красивых, именно низких обертонов басовых, которые классно раскрываются на дыхании. У него хороший такой долгий сустейн и мягкий податливый язычок. При этом играть комфортно как быстро, так и медленно. Что ж, незамедлительно перехожу к следующему. Так, следующий хомус. Не знаю, что за нота. Аналогичен предыдущему. Вот если выставить в тюнере настройку 432 Гц, мы попадаем в C. То есть это C контрактавы, получается, вердиевской настройки. Берем, пробуем. Традиционный тест на тремоло в конце. Хороший варган, очень податливый, must have. Ссылка в описании. Заключительный на сегодня хомус в ноту. Пока не знаю какую. Как же классно сделан футляр. Как же приятно его в руках держать. Опа. Значит так. Такое ля контроктавы с очень мягким язычком. Давайте пробовать.
Класс. Думал, не осилит Варган тремоло и быстрый двусторонний бой. Но не тут-то было. Варган оказался не так прост в смысле своих возможностей. Он оказался очень податлив. Итак, это были мои импровизации на варганах Чорапча. У нас с собой было 3 прекрасных инструмента в ноту ля и си контр-октавы. Вы можете заказать их по ссылке в описании. Напоминаю, что один из самых эффективных способов выбрать тот самый варган — это потрогать его руками, послушать звук внутренним ухом и определиться с выбором. Но если у вас нет такой возможности, настоятельно рекомендую вам выбирать инструменты из моих распаковок, потому что здесь есть возможность послушать звук конкретного варгана и заполучить именно его, при условии, что вы успеете это сделать. Пара слов об инструментах. Как всегда, мое скромное мнение. Если вы досмотрели до этого момента, вы большие молодцы. Значит, вам действительно важно выбрать хороший инструмент, и вам важно мое мнение. За что вам огромное спасибо. Итак, что я могу сказать про варганы? Да, это низкочастотные якутские хомусы. Да, они представляют собой такой средний бас. То есть есть прям низкие басы, ультрабасовые. А здесь такая контр-октава. Но при этом это бас очень мелодичный. Все дело вот в этих прекрасных зазорах, прекрасно сведенных. И в выверенной форме язычка. Видно, что мастер здесь поработал над формой. Толщина язычка здесь по длине неоднородна. Язычок чуть тоньше к основанию, чуть толще к коленцу. Это делает его более податливым, более мягким, но при этом очень управляемым, потому что коленце здесь весьма и весьма жесткое, и оно практически не шелестит при обратном ударе, чем грешат большинство якутских хомусов. Ну, точнее, не большинство, а достаточно широкая часть якутских хомусов. Все дело просто в том, что якуты привыкли играть исключительно на себя, и с этим ударом у якутских хомусов нет проблем. А вот с обратным ударом при зацепе бывает шелест. Так, вот здесь коленце и колечко очень аккуратное, оно закручено в улитку, кстати, и отполировано, что исключает всяческий зацеп и возможность вот воспроизвести этот неприятный, дребезжащий звук. В общем, хомусы очень управляемые. А что касается звука, здесь такой, как я уже говорил, уверенный среднечастотный бас, но с ярко выраженными мелодическими обертонами. Да простят меня мелодисты, любители норвежской музыки, но у якутов тоже есть вполне себе красивые мелодии, которые они тоже выводят на голосовых связках. И здесь этот хомус для этой цели прекрасно подходит, то есть он слушается буквально каждое микродвижение глотки, гортани, голосовых связок, языка и всего того, что участвует в звуке. И выдает такую красивую полифонию. То есть у меня, как исполнителя мелодий, своих собственных авторских, к этому хомусу вообще нет никаких претензий. Ты, когда играешь на нем, ты не борешься с ним, пытаясь извлечь какие-то красивые звуки, а он тебя очень мягко ведет. Ты идешь вниз в басовые, в бархатистые обертона, потом аккуратно взбираешься вверх, и оказывается, там тоже есть с чем поработать. И во всех этих случаях инструмент ведет себя очень-очень так спокойно, размеренно, я бы даже сказал медитативно. Поэтому, если вы любите хорошую такую вдумчивую игру в среднем и в медленном темпе, эти хомусы для вас прекрасно подходят. Я сейчас обобщаю все 3 хомуса, потому что они все примерно одинаковые были по своим звуковым качествам и по игровым качествам, по мягкости, жесткости язычка, что говорит о стабильности мастера.
да, его мастерстве, умении выдержать вот марку. Возвращаясь к теме звука и возможностей игры, стоит отметить, что хамусы также очень податливы на двусторонний бой, и это делает их практически универсальными инструментами. Можно играть в достаточно быстром темпе, можно тремолить, при условии, что у вас есть определенный опыт, и вы умеете аккуратно скользить по язычку средним или указательным пальцем во время игры. Если вы этого не умеете, учитесь. Можете учиться у меня. У меня есть прекрасный курс по игре на варгане, где вы можете прокачать свои варганные навыки и способности. Подробности на моей странице ВКонтакте. В заключение скажу, что у хамусов прекрасный космический сустав, хороший чистый звук, насыщенный как высокими, так и низкими обертонами, и хорошую управляемость. Вот такой вот мой вывод. Прекрасный басовый инструмент, как для новичков, чтобы попробовать, что такое якутский хамус в низкой настройке, так и для продвинутых пользователей, которые, несомненно, оценят его как богатство звучания, так и широту возможностей. А на сегодня у меня все. С вами был Варган 74. Меня зовут Максим Тамонов. Это была распаковка посылки из Якутии хамусов Чоравча. У нас с собой было 3 вот таких прекрасных совершенно инструмента. Заказывайте их по ссылке в описании. Ставьте палец вверх под видео, подписывайтесь на канал. Напишите в комментариях, какие бы вы еще хотели увидеть обзоры. Всем желаю добра. Всем пока. Всем варган.